Говорила, законом предоставляется право гражданам получить образование на родном языке. И не секрет, что когда-то, несколько лет назад, несколько десятков лет назад, у нас было представление, некоторые, возможно, некоторые из вас получили образование на родном языке, когда были все предметы на родном, допустим, башкирском языке. Сейчас реалии немного другие, конечно. У нас в соответствии с законом единое образовательное пространство на территории всей Российской Федерации, согласно которому образовательный процесс выстраивается, ведется на русском языке. Экзамены, единый государственный экзамен сдается на русском языке. Но, тем не менее, вот как же реализовать право граждан на получение образования на родном языке? Как я уже говорила, можно на языке вести несколько предметов, это в первую очередь. Во-вторых, это посмотреть надо, на каком уровне образования можно вести на родном языке. Допустим, вы ребенка отдаете в детский сад, в детском саду еще экзамены не сдаются, поэтому вполне ваше право организовать совместно с образовательной организацией образовательный процесс и также воспитательный процесс на родном языке. Это очень важно. Второй уровень образования, начальное общее образование, когда дети только поступили в школу, естественно, еще для того, чтобы постепенно их перевести на русский язык, здесь можно вполне устроить образовательный процесс на родном языке вести. Уже ближе к выходным классам, выпускным классам, ближе к 9 классу, 11 классу, можно оставить те предметы, по которым нет ЕГЭ. Это один выход. И второй выход, можно обратить внимание на то, что сегодня мы живем в таком поликультурном обществе, где много национальностей, не только один народ или один язык. Мы сегодня владеем несколькими языками. И это и родной язык, хорошее знание родного языка, владение родным языком. Это, конечно, хорошее знание русского языка, без этого никак. И сегодня, согласно стандартам, наши дети еще должны владеть иностранными языками, даже двумя иностранными языками и базовым английским языком. Поэтому в таких условиях, когда у нас очень много языков, мы можем вести речь о преподавании на билингвальной основе, на полилингвальной основе. Вы, наверное, слышали такие термины, поэтому часть урока, допустим, по какому-то предмету, ну, к примеру, возьмем окружающий мир, да, дети сегодня, я думаю, что должны владеть не только на русском языке, как это вот дерево или растение, или цветок называется, но и параллельно понимать, как это название дается на родном языке, на башкирском языке. Иначе, если мы оставим обучение только на предмет родного языка, наши дети, конечно, должны знать хорошо родной язык и родную литературу, но еще и параллельно должны понимать, выполнять какие-то упражнения, задания, которые могли бы выполнить на родном языке. И благо на сегодня федеральный образовательный государственный стандарт это позволяет. В содержании каждого учебного предмета должен быть региональный компонент, региональные этнокультурные особенности народов Башкортостана или того региона, где вы проживаете. Если это начальный класс, уровень начального образования, федеральный стандарт предписывает 20% учебного материала на региональный компонент отвести. Если это уровень основного общего образования, то, соответственно, 30% учебного времени отводится на региональный компонент. А если это уровень среднего общего образования, это 10-11 классы, то 40% учебного времени, почти половина, отводится на изучение регионального компонента. То есть эту часть можно вести на родном языке, либо на русском языке, но материал должен учитывать этнокультурные и региональные особенности региона. Вот что касается родного языка, обучения на родном языке. Что касается изучения родного языка, мы тоже имеем право изучать свой родной язык. Вот какой родной язык определяют родители. Согласно 44 статье Федерального закона, родители определяют до завершения основного общего образования. Несколько у них есть моментов, в том числе это язык образования и языки. Какой язык должен изучать их ребенок. Вот часто задают родители вопрос, к нам тоже поступают звонки, можно ли отказаться от родного языка. От родного языка мы отказаться не можем. Это обязательный предмет в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Более того, государство нам предоставляет такую возможность изучать свой родной язык. И более того, по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина
после того, как он в 2015 году еще провел Совет по межнациональным отношениям, дал поручение, чтобы родные языки и русский язык как бы не изучались в ущерб друг другу. То есть часы русского языка и часы, которые отведены на изучение родного языка, это разные предметные области, и они никак не должны ни совмещать друг друга, ни идти в ущерб друг другу. Поэтому, как я уже говорила в своей речи, знание русского языка тоже важно сегодня. Это никто об этом не спорит, но и родные языки мы обязаны изучать. А вот какой родной язык у ребенка с учетом особенностей семьи, потому что сегодня есть и смешанные браки, определяют уже родители. И родной язык у нас изучается, начиная с дошкольного звена, то есть с садика, детского сада, и, конечно, с 1 по 11 класс. А родители каким образом определяют свои волеизъявления? При поступлении в школу пишут заявление на уровень начального общего образования, определяет, какой родной язык, и ребенок в течение 4 лет изучает данный родной язык. И когда переходите в 5 класс, тоже пишутся в конце 4 класса, когда будете завершать 4 класс и планируете ребенка дальше, ребенок будет переходить в 5 класс, пишется заявление на уровень основного общего образования. То есть тот язык, который вы определите в качестве родного, ваш ребенок будет изучать, начиная с 5, заканчивая 9 классом. И когда 9 класс вы закончите и перейдете в 10 класс, тоже определите на уровень уже среднего общего образования, какой язык изучать будет ваш ребенок в 10 и в 11 классах. Почему так делается? Почему не каждый год? Потому что образовательная организация в соответствии с законодательством реализует программы на уровень образования. Образовательная программа не может поменяться каждый год. Ребенок получает в соответствии вот в ГОС, в соответствии с законодательством, получает образование на уровень начального образования, на уровень основного образования и на уровень среднего образования. И, естественно, программы, образовательные программы, в том числе и учебные планы, должны быть выстроены на уровень образования. Поэтому ваши заявления тоже оформляются на уровень образования. Это четко прописано в законе. Какой родной язык изучается? По завершении 9 класса это изучение родного языка заканчивается государственной итоговой аттестацией. Это в форме экзамена. В каждом регионе по-разному, но хочу обратить ваше внимание, выбор экзамена добровольно. То есть, если вы выбираете экзамен, то можно сдать экзамен и по родным языкам. Что касается изучения государственного языка, закон также предоставляет право гражданам изучать государственный язык того региона, в котором они проживают. Хочу обратить внимание, что согласно Конституции Российской Федерации государственные языки вправе устанавливать только республики. То есть у нас, если в составе Российской Федерации есть 22 республики, то у них могут быть, согласно 68 статье Конституции, могут быть свои государственные языки. На сегодняшний день 21 республика воспользовалась этим правом, и в 21 республике есть, наряду с русским языком, конечно, свои языки имеют статус государственного языка. В нашей республике это башкирский язык, как государственный язык Республики Башкортостан. Раз предусматривается такое право гражданам, и башкирский язык как государственный язык, он не может быть родным языком. Это, скорее всего, по методике, если определить, не родной язык. В основном его изучают граждане других национальностей. И законодательство, раз предоставляет такое право, тоже добровольно. Также на основании заявлений. Конечно, программа, количество часов, подходы в изучении, они отличаются от родного языка. Так как родной язык, он делится на 2 предмета. Родной язык и родная литература. И количество часов, сколько часов должно быть в неделю, определяет сама школа в соответствии со своей программой и учебным планом. Это может быть, к примеру, привести от 1 часа, если это школа с русским языком обучения, и там изучается в качестве родного языка, то по часу, к примеру, говорю. А если это школа, где компактно проживает башкирское население, и дети хорошо владеют, и там он является не только предметом изучения, но еще и обучение ведется на этом языке, то количество часов в разы вырастает, и
Это может быть и 2, и 3, и даже 4 часа. Но в законе четко говорено, что количество часов на изучение родного языка не должно идти в ущерб русскому языку. Поэтому русский язык, по которому мы сдаем обязательно единый государственный экзамен, конечно, у него определено свое количество часов. На изучение башкирского государственного языка, как я уже говорила, также в соответствии с законодательством школа сама выделяет количество часов. Министерством просвещения Российской Федерации в тех рекомендациях, которые они нам дают, начиная с 2017 года, там оговорено, что количество часов на изучение государственных языков Республик Российской Федерации не должно превышать 2 часов в неделю. Но, как правило, это 1 или 2 часа в неделю по выбору родителей изучается государственный башкирский язык. Его особенность в том, что государственный башкирский язык изучается в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Сегодня участниками образовательных отношений у нас являются 3 стороны. Это родители, законные представители обучающихся, это сами обучающиеся. И не забываем, это обязательно педагог, то есть школа. И поэтому родители изъявляют свое желание изучать язык с учетом мнения своего несовершеннолетнего ребенка. То есть не только мнение родителя. У нас бывают случаи, когда родитель пишет, не хочет, чтобы его ребенок изучал башкирский язык, а бывает, что ребенок сам хочет изучать этот язык. Поэтому мнение ребенка тоже важно. Это следующий момент. И, конечно, учебный план, он всегда согласовывается педагогическим коллективом школы. Учитывается мнение совета обучающихся, как коллегиального органа. Если в школе есть управляющий совет, то их мнение тоже учитывается. То есть все участники образовательных отношений выражают согласие на изучение башкирского языка. Я в этом случае говорю башкирского языка как государственного языка. И заявления тоже пишутся на уровень образования. Почему, я уже объяснила, так как школа реализует программу на уровень образования. Ежегодно собирать заявления не нужно. По поводу обеспечения учебников хотелось бы остановиться. Так как школа, когда учитывает мнение родителей, вот родители изъявили желание изучить родной язык, башкирский язык как государственный язык, то школа должна дать заказ учебники для того, чтобы обеспечить детей учебниками. Ежегодно в бюджете Республики Башкортостан предусмотрены финансовые средства. Эти деньги предоставляются в качестве субвенций муниципальным образованием Республики Башкортостан. И на местах органы управления образованием, это управление и отдел образования, осуществляют закупку учебников и их передают школам на безвозмездное пользование. То есть это ставится баланс школы. Поэтому заявления собираются пораньше, чтобы школа могла успеть заказать учебники и их получить к началу учебного года. Обычно учебники и учебные пособия предоставляются, у них имеется срок годности, срок использования 5 лет. Поэтому в течение 5 лет, с учетом того заказа, который к нам поступает, Министерство образования через бюджетные средства республики осуществляется издание учебников, учебных пособий, и по распределению, по заказу муниципалитетам они дальше передаются. И это обычно такой процесс происходит во втором полугодии календарного года. Что касается обеспечения учебниками, учебными пособиями регионов, так как в соответствии с законодательством, федеральным законодательством, каждая школа сама должна осуществлять, должна дать заказ, и им муниципалитет, орган управления образованием передает учебники. Поэтому ваша школа, допустим, тех регионов, где компактно проживает башкирское население, во-первых, должен дать заказ своему отделу образования, отдел образования или управление образования. Дальше это передают заказ Министерству образования и науки. Они уже осуществляют закупку. И эти учебники, если Министерство образования и науки региона, допустим, Челябинской области, или Оренбургской области, или Курганской области, они могут напрямую в эти издательства, где эти учебники издаются, и сделать заказ.
Это вот что касается по законодательству. Для этого им тоже также выделяются средства, финансовые средства. Но со своей стороны Республика Башкортостан оказывает большое содействие вот по изучению башкирского языка в регионах, где проживает компактно-башкирское население. У нас с 2019 года реализуется государственная программа сохранения и развития государственных языков Республики Башкортостан и родных языков Республики Башкортостан. И там вот, где данная программа состоит из 3 частей: русский язык, башкирский язык и родные языки. И в рамках подпрограммы «Башкирский язык» у нас также предусмотрены финансовые средства на закупку учебников и учебных пособий по башкирскому языку и по башкирской литературе, которые осуществляет Министерство образования Республики Башкортостан. И если регионы нам дают заявки или показывают свою потребность, то эти учебники, учебные пособия безвозмездно передаются школам наших регионов. И я хочу сказать, что в течение 2019 года, в течение 2020 года, 2 года мы передачу осуществляли, и многие школы получили учебники, учебные пособия по башкирскому языку и по башкирской литературе на безвозмездной основе. То есть со своей стороны государство, Республика Башкортостан оказывает большую поддержку, лишь бы было желание изучить и сохранить свой родной язык.